Далее приводятся цитаты об ассимиляции ингушей с обществом чечен, которое сформировалось после переселения горных ингушей на Восточную равнину. Военно-статистическое обозрение Российской империи, издаваемое по высочайшему повелению при первом отделении Департамента Генерального штаба. Том 16, часть 1. Ставропольская губерния, 1851 год. К племени ингушей, занимающих плоскости котловины Кавказских гор, с правой стороны Терека до верхних частей Аргуна и до течения Фортанги, принадлежат назрановцы с камбулейским обществом, джейраховцы, карабулаки, сориинцы, ближние кистинцы с небольшим обществом мелхинцев, вновь покорившимся, галгай, галашвцы и дальние кисты. Известия Кавказского отдела Императорского русского географического общества. Том 13. 1900 год. Совершенно точную границу ингушских поселений определить трудно, потому что кроме принадлежащих к так называемым дальним кистинам, уже совершенно слившимся с чеченцами ингушей, живущих по ущельям реки Аргуна, кистины, в числе 392 дворов и 2150 человек, живут в обществах Саханойском, Майском, Джакольском и других Тианецкого уезда Тифлисской губернии, а также в различных местах Сунжинского отдела и Владикавказского округа Терской области. По словам Григория Вертипова, основанным на собранных Дубровым преданиях, чеченцы пришли откуда-то на берега реки Аргуна и Сунжи всего 2-3 века назад, и вместе с ними же пришли и родоначальники части восточных ингушей. Эта ассимиляция продолжалась вплоть до 20 века. Об этом писала Екатерина Кушева в труде «Народы Северного Кавказа и их связи с Россией». Вторая половина XVI века до 30-х годах XVIII века. Она пишет, что акинцы на тот момент являлись уже крайним восточным обществом ингушского народа. И это общество, как и другие ингуши, живущие еще восточнее, очеченилось в XX веке. И также она добавляет, что название кистины употребляется как общее для ингушских племен название. Муслим Мурдалов, автор данного труда, ссылается на европейских писателей, которые изучали кавказских народов. Среди них Бруно Плечике, который, по словам чеченского исследователя Кати Чакаева, отмечал заметное отличие горных чеченцев, живущих к западу от Шаро-Аргуна, в антропологическом отношении от остальных чеченцев. Они же отличаются также в языковом отношении. Наличие фрикативного звука «ф» в отличие от остальных диалектов, что сближает их в то же время с ингушами. Сам Муслим приводит следующие слова немецкого автора. Диалекты нашха и галгайцев ближе к нынешнему району Аргуна, чем к ичкеринцам и к жителям Чечни. И это сходится с тем, что писал лингвист-кавказовед Николай Яковлев. Со второй половины XVI века начинается миграция ингушских племен из Нагорной полосы на теперешнюю чеченскую плоскость. Многочисленные нагорные племена из Нашха, с верховьев Аргуна и из Чеберлоя вновь перемешались на плоскости, подпали под влияние соседних плоскостных культур русской, кабардинской, нагайской, кумыцкой и калмыцкой, и дали в результате новую культурную область с новыми центрами, в которых сформировались новая культура и новый язык, чеченский. Яковлев также писал, что в религиозном отношении главные святыни Галгая имели родство в районе Чечни, причем галгайские святые считались как старшие. Местность Галгай почти всегда была замкнута со стороны реки Терека соседями, почему не имела постоянных свободных мест для переселения из гор на равнину, вследствие чего народ, будучи замкнут в горных ущельях, сохранил доселе в чистоте свой язык и память о своей старине.